Хороший день, он тем уже хорош, что с нами он с собою поделился. Его не портит даже летний дождь, который начался и прекратился. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии». Новый день – это всегда что-то неизведанное и интересное. И вся съемочная группа телеканала «Якутия-24» позаботилась о том, чтобы рассказать вам самую актуальную информацию. Сегодня в нашем эфире мы узнаем: активный туризм в последнее время становится очень популярным в Якутске, но какие уникальные места еще остаются за кадром? Чем может удивить туристов микрорайон Марха, Старая Табага и Тулагина-Кильдямский район? Поговорим об этом с нашим гостем. Пятилетний юбилей отмечает Международный центр развития человека САИНа, мастер-классы по вокалу, живописи и мотивационные тренинги. Проект «Мамина школа», дневник питания мамы и малыша. С 1 по 7 августа в 11-й раз в республике отмечается Всемирная неделя грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей. Быстрее, выше, сильнее. Мы сегодня подведем 6-й соревновательный день Международных игр «Дети Азии». Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», задавайте свои вопросы нашим гостям, присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. И по традиции наш эфир мы начнем с информации о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 16-18 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 17 до 20. В южных 16 в это утро в Алдане, плюс 16 в Нерюнгре. В Вилюйской группе 11-18 выше 0, а в Нижнеленских 10-17. В западных от 15 до 18 со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе Улусов в это утро плюс 8 на Белой горе и Чакурдахе, плюс 17 в Уснере и Хану. В Устьянских от 7 до 8 тепла, на северо-западе 6-8 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 18 градусов выше 0. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой дождь. Ветер северо-западный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Для одних лето – это сезон отпусков, для других – самое продуктивное время на работе. И вторые тоже не упускают ни одного теплого дня. Наши коллеги из города Нерюнгри узнали у жителей про их любимые места отдыха. К сожалению, мест очень мало для отдыха. Вот я знаю, все ездят в последнее время на взлетку, ну и, конечно, Чульманка, по-моему. Вот и все места. Больше мест у нас, к сожалению, нет. Есть у нас уникальный горячий источник Наход. Там, кстати, рядом есть оленеводческое стадо, где всегда привозят оленей, и люди с удовольствием, наслаждаясь, купаются и, конечно же, делают замечательное фото. И для них это история и память о нашем Нерюнгринском районе. На горняке можно отдохнуть с друзьями, позаниматься спортом, покататься на роликах и провести свой день рождения. Парк – это очень хорошее место, там можно отдыхать, веселиться с друзьями, гулять. Там можно есть мороженое, сладкую вату, попкорн. Там надувают каждый день батуты, можно на них прыгать. Мы живем в красивом городе Нерюнгри. В нем можно погулять, позаниматься спортом. В нем есть очень красивые улицы, красивая площадь. А отдыхать куда вы ходите? Ну, на речку, например. Она красивая, можно покупаться. Активный туризм в последнее время становится очень популярным в Якутске, но туристический бизнес эксплуатирует больше климатические особенности Якутии. И наша столица в этом плане выполняет роль транзитной точки всех маршрутов. Что сделать, чтобы долина Туймада стала привлекательной для туристов, об этом мы поговорим с нашим гостем. А в гостях у нас Руслан Васильев, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников, истории и культуры. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим о новых туристических маршрутах, в частности, об интересном проекте, который как раз-таки предлагают создать Якут национальное отделение Всероссийского общества охраны памятников. Расскажите о проекте «Северные тропы». Вот вы очень правильно сказали, что действительно мы в настоящее время, в общем-то, скажем так, эксплуатируем наши физико-географические и климатические особенности. И, в общем-то, забывая иногда о наших вот духовных традициях, да, вот каких-то сакральных местах, хотя они имеют тоже свое место быть
в этом направлении, в сфере туризма. Скажем, у нас город Якутск вот с этой точки особо не привлекательный. Да, вот приезжают туристы, уезжают, потом возвращаются и уезжают к себе, скажем, в свои дома. Поэтому задача такая, чтобы Якутск стал привлекательным. Даже не только Якутск, а именно городской округ, да? Вся долина Туймады. А в этом плане, конечно, город Якутск очень интересен. Вот мы абсолютно не занимаемся, скажем так, вот археологией. Да? А ведь жили здесь и до нашей эры, да, вот люди проживали. Более 200 у нас здесь имеются таких археологических памятников. К сожалению, они как-то вот не задействованы. Или, скажем, до русский период, да, у нас ведь, мы знаем очень много легенд об Эляе, скажем, да, есть озеро Сайсара, связанное вот с его там, да, Разными легендами, да, интересными, легендами, очень там даже красивыми. жили наши предки, там, да, он расселился, потом уехал в северную часть Туймады, скажем, да, это как-то вот остается в стороне тоже. Или, скажем, когда пришло освоение, да, город Якутск возник как острог, потом город, скажем, у нас вот возник Иркутско-Якутский почтовый тракт, а в этом у нас вот в долине как раз Старая Табага. Да, вот. Старая Табага – это уже целое, может быть, направление, связанное с ямщицкой культурой. Да, это с казаками, с ямщицкой культурой. А ведь у нас еще сохранились старые дома, ямщицкие станции. Да, и, скажем, в республике только есть эти станции, как бы они по всей цепочке идут до Иркутской области. А в других регионах уже нету этих станций. Да? И вот это целое такое интересное направление, которое может быть. Или, скажем, вот долина Туймады, дальше. Вот, да, вот у нас Марха. Да? Это вот связано со скопческой культурой. Вот, а в России их уже нету. Об этом не знают, потому что их ссылали именно на восток, и они жили вот именно в нашей республике. Их было очень много. Поэтому это для туристов очень интересное такое направление. Или, скажем, времена Эляи, там, да, в Тулагино-Кельдянском наследии только, там порядка 17 достопримечательных мест, да, вот, связанные вот, с жизнью Эляя, с его там проживанием. А он дал толчок определенный нашему народу, когда возникло новое строительство деревянных зданий, да, посуды нашей, первый праздник Асех, там, да. Сегодня, скажем, Юшхатын мы используем как это место, традиционное место проведения нашего Асеха. Но, к сожалению, к сожалению, эта территория работает у нас буквально 3 дня в году. А ведь там столько построек уже построено, много построек, которые требуют просто, чтобы это стало круглогодичным комплексом туристов, да, для туристов. И не только для туристов, для жителей города, для времяпровождения там интересное. Там же можно сделать много всего интересного. Ну вот как раз-таки этот проект «Северные тропы», он нацелен на то, чтобы объединить вот эти вот все да, точки, вот буквально на локаций. последнем нашем совете по туризму при главе города Якутска, да, мы рассматривали, вообще у нас традиция на каждом заседании рассмотреть какой-то реальный проект и подумать, как бы ему помочь, чтобы он дальше развивался. Вот как раз мы рассмотрели проект «Северные тропы». Это такой, если вот у нас есть, скажем, очень развивается, вот у нас пробеги такие, да, вот, да, какие-то дистанции, велопробег, потом пешие марафоны походы различные, там это такой популярностью пользуется. А здесь вообще маленько другого направления, это с рюкзаками, 20 килограмм, человек должен пройти тоже на определенную скорость, да, от Табагинского мыса до Чучурмурана. Это вот тоже наши святые сопки, да, это Итых-Хаялар такой, да, вот. И в легендах во всех есть это северный Итых-Хая, южный Итых-Хая, это вот Табагинский мыс, Кангаласский мыс, а это только, значит, до Чучурмурана, да. Чучурмуран тоже очень много легенд. И вот проходит такой тур, да, они вот пеший тур по склонам коренного берега, они идут, да, могут идти, скажем, кто-то с семьей идет, кто-то может быстро бежать, кто-то медленно. Самая задача – пройти этот тур. Да, это очень интересно. Но если они будут участвовать в качестве марафона и стараться как бы быстрее прийти на финальную точку, как они успеют как раз-таки посмотреть на всю эту историю, на эти исторические места? Задача такая, вот несколько задач. В том же, скажем, беговом марафоне там есть люди, которые, главное поучаствовать, да, вот. Да. Пробежать 5 километров, да. 10 километров, да. Кто-то бежит на время, прямо засекает секундомером, бежит. А кто-то, в легкой такой походке и в легком беге совершает. Правильно, да? Здесь то же самое.
Кто-то хочет пройти, как бы, выдержать как бы, свой организм, проверить, он может со скоростью определенной бежать. Семья может идти с отдыхом, смотреть, останавливаться. Задача пройти этот маршрут. И когда мы рассматривали, все-таки подумали, чтобы, а это проект самоокупаемый, чтобы больше людей принимало участие в нем, а почему бы городу не помочь автобусами? Вот, допустим, с какой-то точки города Якутска выделяется автобус, все желающие едут в Табагу, да, до места старта, и когда, пройдя весь маршрут, их уже в районе Чичурмурана ждет автобус, когда они И спокойно... уставших развозят по Да, домам. они едут домой, да, это вот было бы здорово, как раз это вот такой вот, я бы сказал, государственный поход, государственное частное партнерство, когда в этом выигрывают все, да. А почему бы дальше мы как бы рассуждаем, почему бы маршрут не продолжить, скажем, до Кангаласского мыса? А ведь это может быть тур и пеший, и с бегом, и на лошадях, да, и велосипедный тур может быть разным. Это интересно. Вот то же самое. На какой сезон этот тур рассчитан? Это может быть как Только бы в теплое и время года? сезонный. Это может в разные сезоны быть, да, вот от желания людей. Вот то же самое сейчас вот буквально вчера мы смотрели по телевизору тут Лада Евсеева, да, вот. Тоже очень интересный маршрут. И это тоже вот новое такое направление, когда люди становятся участниками этого события. Да. Да? И вот задача современного туризма сделать людей участниками этих событий. Вовлеченными Да, в и вот изучение. тогда они получают впечатление, это очень важно. И вот когда, скажем, вот яркий пример тому национальный праздник СЭХ, когда люди начинают участвовать в этих событиях. Готовятся заранее. Да, и готовятся, и едут к нам. Если раньше это был чисто городской праздник СЭХ, потом стал республиканский, сегодня уже приезжают не только с России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. И люди готовятся к этому, да, событию. Это событийный туризм. И вот и оттуда, когда они уезжают домой, у них огромные впечатления. Даже вот далеко ходить не надо. Вот была у нас татарская делегация. Да. Да, и вот они после праздника нашего СЭХ, они пришли к заключению, что их национальный там праздник, там, Сабантуй. да, Сабантуй, тоже надо менять. Многое взять из якутского нашего, да, вот, мероприятия. Поэтому вот видите, какое распространение это имеет значение. И вот, скажем, мы знаем, что Эляй, когда поссорился с родителями своей супруги, они переехали в северную часть долины Туймада. И, к сожалению, там только сейчас сохранились определенные места, какие-то сопки, там, да, рощицы, где происходили определенные какие-то события, связанные с его историей. А вот если туда внести нашу духовную составляющую, то эти территории заиграют, и они станут привлекательными для туристов. Вот это суперзадача наша. Это действительно очень интересный проект, и я думаю, он найдет отклик в сердцах и не только горожан, но и гостей нашей республики. Большое вам спасибо, что вы пришли в Да, нашу вот студию. я бы в это добавил еще, утро. да, потому что наша задача сохранить наши объекты, исторические объекты, и включить их в сферу туризма. И тогда они будут жить и сохраняться. Действительно, это правильные слова, и все, друзья, в наших руках. А мы двигаемся далее. В студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Семьям, лишившиеся домов из-за лесного пожара в селе Арылах, окажут необходимую помощь. Рассматривается 3 варианта. Первый – за счет компании «Алроса» построить новые дома. Второй – купить квартиры в Мирном. Третий – выделить финансовые средства, чтобы семьи сами определились по строительству нового дома или покупке квартир в Мирном или в другом населенном пункте. Помимо этой компенсации от компании «Алроса», каждой семье будет оказана материальная помощь. Также за счет муниципалитета планируют направить единовременную помощь на каждого члена семьи. По жителям, у которых от лесного пожара пострадали хозяйственные постройки, будет работать оценочная комиссия, которая определит размер выплат. Аэропорт поселка Зырянки Верхнеколымского района оснастят новым радиолокационным оборудованием. Комплекс находится ниже пойменной части реки Колымы, поэтому его регулярно подтапливает во время паводков. Поднять единственную взлетно-посадочную полосу оказалось невозможно из-за нестабильности грунтов основания. Аэропорт планирует реконструировать и перенести на неподтапливаемое место. А пока продолжается обслуживание и поддержание рабочих процессов на действующем аэродроме. Там установят новое оборудование для управления воздушным движением.
Из Бердыгестяха в Якутск и обратно начинает курсировать междугородний автобусный маршрут. Он начнет движение в 8 утра. Если маршрут благополучно пройдет тестовый период, то в Бердыгестяхе планируют построить автовокзал, для которого уже определен земельный участок. Оплату за проезд принимают наличными и онлайн. Стоимость билета составляет 404 рубля, плата за багаж 50 рублей. Для сравнения, проезд на такси таксомоторными услугами установлено в 800 рублей, что в 2 раза дороже автобусного маршрута. В августе месяце будет осуществляться в тестовом режиме. Предварительно на этой неделе маршрут будет двигаться в среду и воскресенье. Многие спрашивают в зимний период, как будет осуществляться. На этот вопрос мы комиссионно должны определить дополнительные остановочные стоянки. Предварительно планируем в кафе «Дальнобой», это в селе Бердыгестях, в зимний период как остановочный пункт. В селе Магарас это центр досуга. В Якутии состоится онлайн-ярмарка вакансий. На ней расскажут, какие вакансии открыты в промышленных компаниях республики. Траектория карьеры дает возможность найти работу, не выходя из дома, ознакомиться с востребованными профессиями и профессиями будущего. Дети, желающие трудоустроиться в летнее время, могут обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. Шестой соревновательный день на играх «Дети Азии» открыл новой медалью для Якутии. Третье золото в копилку сборной нашей республики принесла Екатерина Алексеева в состязаниях по пулевой стрельбе. В финале спортсменка одержала победу над представительницей Армении, набрав в общем зачете 16 очков. Сборная Якутии по футболу провела 4-й матч в рамках 7-х спортивных игр «Дети Азии». На площадку против якутян вышла сборная Уральского федерального округа. На 2-й минуте уральцы открыли счет, а к концу тайма счет составил 3-1 в пользу сборной УФО. Команды завершили матч со счетом 7-2 в пользу уральцев. Уже сегодня сборной Якутии предстоит заключительный матч, предварительный раунд с Приморьем. Играли с чемпионами России, с действующими. Ребята до игры, мне кажется, проиграли на разминке. И я не смог, где-то моя вина и на разминке, и в раздевалке не смог их настроить. А может быть, где-то немножко подуспокоились, что выполнили задачу, попали в четверку. А там дальше уже, конечно, нужно будет играть. Каждая игра будет на вес золота. Не знаю, посмотрим. Сейчас самое главное успокоить ребят. Ничего страшного. Проиграли, я считаю, по делу. Так что все нормально. Будем дальше работать и будем готовиться к следующим играм. А накануне на коврах на Фетисов-Арена прошла схватка самбистов. Более сотни спортсменов боролись за медали. Продолжит наш коллега Александр Хавренко. В 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе самбо, возможно, будет включено в обязательную программу. Ну а сегодня по этим ступеням на этот ковер поднимаются чемпионы игр «Дети Азии» и, возможно, первые чемпионы Олимпийских игр по самбо. На играх «Дети Азии» в соревнованиях по самбо невозможно было определить фаворитов. Во всех странах бывшего Союза школы самбо очень сильные. Например, в Армении ежегодно в республике появляются мастера спорта и чемпионы соревнований различных уровней. В Якутии был, да, «Дети Азии» тоже. И вот там ребята, которые там участвовали, сейчас они чемпионы мира и призеры Европы и мира. И вот здесь тоже есть ребята, которые они могут в 28 участвовать на этом Олимпийских играх. Они здесь учатся, то есть видят людей, 2000 людей, 3000 людей. Они уже понимают, что это такое. Вот эта организованность уже показывает, что Олимпиада что будет. Они уже мечтают о Олимпиаде, уже им нравится вот это люди, ситуация. Они борются, и они знают, что им не хватает, и они добавляют, чтобы готовиться к Олимпиаде, серьезно.
Еще одна страна бывшего Советского Союза – Узбекистан. Не проходит и года, чтобы в Узбекистане не появился очередной чемпион мира по самбо. Старший тренер сборной Узбекистана на Детях Азии считает, что любовь к самбо в их стране обусловлена в том числе и схожестью самбо и национальной борьбы курэш. Везде мы идем, в призерах командная идет. По всем возрастам у нас ребята чемпионы мира и очень любят в Узбекистане борьбу самбо. Борьба самбо у нас с самого начала, как самбо основывалась на национальных видах борьбы. У нас борьба кураж, и наши ребята с удовольствием уже начали заниматься борьбой самбо. Также у нас со стороны руководства, Министерства спорта большое внимание, Олимпийского комитета очень большое внимание. В Якутии школа самбо тоже считается сильной, и пусть сегодня на Детях Азии мы остались без медалей, в Республиканской Федерации считают, что будущее у этого спорта в Якутии есть. Сейчас тоже подрастают девочки хорошие. Это в Алданском районе у нас есть, в городе Якутске ребята, которые только начинают. Ну, был такой спад маленький такой, произошел одно время, как бы у нас произошел сбой. А так есть, конечно, есть результаты хорошие. Я думаю, что мы в ближайшее время, я думаю, подтянемся в этом направлении, как Федерация самбо. Вот у нас сейчас намечается в сентябре турнир хороший на призы Героя Рыжикова, всероссийский турнир. Мы же надеемся, что в 2028 году на Олимпийском пьедестале мы увидим лица, знакомые нам по играм «Дети Азии». Александр Хавренко, Джилустан Иннокентьев, Владивосток. На играх «Дети Азии» во Владивостоке впервые проходят соревнования по брейкингу. Якутию представили два танцора – Варвара Юдина, White Tiger, и Александр Щукин, Lil Sunny. Наш корреспондент Петр Васильев встретился с Петром Черкашиным, с тренером сборной Якутии по брейкдансу. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, завершились соревнования по брейкдансу здесь на 7-х спортивных играх «Дети Азии». Как оцениваете, что показали ребята? Показали ребята, показали свой уровень. Мы бились только что против Москвы. Как я и ранее говорил, и вообще все время говорю, то, что брейкинг он супер субъективный, потому что диджей включает музыку, и все то, что кто как быстренько сообразит, и кто настолько готов, показывает свои фишки, заготовочки. Это очень много факторов вообще. Вчера сегодня погода уже плюс-минус нормальная, вчера была духота жесткая. В целом я доволен, ребята показали, нам не хватило чуть-чуть буквально тоже. На ваш взгляд, как тренера, где мы были сильнее, в индивидуалке или уже в групповых? В первый день так. Именно спортивно, то, что в брейкинге, в чемпионате и так далее, делается чуть-чуть по-другому, вообще, по идее, потому что ребята выходят в круги, делается отбор в кругах и так далее, а именно в спортивном плане ребята чуть-чуть растерялись буквально, потому что мы всегда, у нас, как можно сказать, и зрители близко, и поддержка и так далее, а тут формат чуть-чуть другой, и в первый день ребята растерялись, а сегодня уже поняли, как именно адаптировались, так можно сказать. Так что сегодня они показали лучше проект свой. Не могу не спросить про ребят, кто представлял нашу республику здесь на играх «Дети Азии». Мальчик и девочка, Саша из города, Александр Щукин, и девочки из города Нерюнгри, Юдина Варвара. Так они показали именно, одни проходили отбор, и своего возрастной категории они лучшие ребята на данный момент. Какая у них школа была? Что с плечами? Сколько тренировочных дней? Сколько тренировочных дней? Так, лично я с ними работал уже, получается, с ноября прошлого года месяца, потому что у нас школ мало. Именно пандемия, конечно, дала о себе знать, как вы знаете, поэтому именно возраст именно этих ребят был такой жесткий пробел, именно этого возраста 14-15 лет и так далее, поэтому людей было мало, и из тех, кто есть, мы проводили отбор. Если ребята были бы чуть постарше и чуть помладше, там уже конкуренция была бы еще чуть-чуть другая, раз на раз приходится, да.
Ну, не могу не спросить про 24-й год. Игры возвращаются в Якутск. Что-нибудь готовите? Кого-нибудь уже, может быть, сейчас параллельно тренируете? Параллельно сейчас тренируем, школа, работа идет. Ну, вообще у нас брейкинг стал олимпийским видом спорта вот буквально недавно. В 2020 году? Ага, 20, вот. И до этого у нас был такой момент, то, что мы приходим в Министерство спорта, и нам говорят, то, что вы танцоры, идите в культуру, а культуру вы танцуете брейк, идите туда, короче. И как бы и тут поддержка особо не чувствовалась. Бывало, конечно, то, что поддерживали, но как конкретно такого мы нигде не были привязаны точно. А вот сейчас, вот как стал спортом, нас уже поддерживает министерство. Вот мы начали, вот ребята только начинают вот именно ездить по российским мероприятиям, всероссийским, и начинают уже проходить отборы. Так что уверенными шагами двигаемся вперед. И будем добиваться, думаю, хороших результатов, потому что все, как бы все для нас этого есть. Нужна еще чуть-чуть поддержка и медийная поддержка, вот то, что мы сейчас делаем, нужна массовость, потому что обычные люди, они думают, что брейк уже его как бы нету, но мы живем и чувствуем себя очень хорошо. Ну вот я так, показываем уровень. К тому же вопросу подвожу, хотел подвести, но вы ответили за меня, просто складывается у меня в том числе впечатление, что современные виды танца, которые сейчас происходят, в том числе и спортивные, они постепенно вытеснили брейки. Просто вот, допустим, моя категория людей, она из тех, кто помнит еще вас, в том числе, как вы выступали. Мы в свое время тоже показывали уровень, и лично я трехкратный чемпион Дальнего Востока, 1 на 1, и поэтому есть опыт. Но волнение, конечно, ребят, вот из-за того, что нету выездов, как бы у нас конкуренция в самом городе маленькая, сами варимся в своей же зубе, поэтому сложновато. Чтобы выезжать, нам надо выезжать, а к нам особо никто не приезжает, потому что остановка, именно билеты и так далее дорогие, поэтому нам нужна именно поддержка, чтобы именно выезжать, потому что именно только так будут добиваться, именно повышаться уровень ребят. И поэтому вот то, что ребята уже, даже то, что они поучаствовали, это очень большой шаг именно к развитию брейкинга нашей республики. Ну, тогда последний вопрос. Куда дальше стремиться? Вот сейчас дети Азии, дальше? Дальше стремиться. Сейчас у нас дальневосточный должен быть чемпионат, всероссийский, в городе Хабаровске это должно быть в начале октября. И там уже и другие возрастные категории будут. Я думаю, что мы туда поедем и уже будем показывать хороший результат. Есть ребята младшей категории и так далее, которые лично я сам стараюсь выезжать максимально как получается. И я вижу, какой уровень у ребят вообще всероссийский. И я знаю что наши ребята могут показать именно уровень и начинать побеждать. Петр, спасибо, желаем удачи вам, вашим воспитанникам. Спасибо большое. Спасибо. 4 августа 1777 года в Лондоне открыт первый в мире цирк. Отставной старший сержант Филипп Астли основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников. Ставились конные представления. А вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было даже построено специальное здание, которое получило название «Амфитеатр Астли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. И с этого дня началась история цирка. Чем еще знаменателен этот день, расскажет наша постоянная рубрика. На календаре 4 августа. Сегодня отмечают День заветного сундучка, Ночь вне дома, День печенья с шоколадной крошкой, День качания на качелях. День качания на качелях отмечается ежегодно 4 августа. Точной информации о возникновении качелей нет, зато есть множество подтверждений тому, что у многих древнейших цивилизаций качание на них имело сакральный тайный смысл воссоединения с Богом и Солнцем. Процедура качания на качелях благоприятно влияет как на детей, так и на взрослых. Во-первых, она благотворно влияет на нервную систему и оказывает успокаивающий, расслабляющий эффект. Во-вторых, приводит мысли в порядок.
По народному календарю сегодня Марьи Добрый день. Это народный праздник, который уходит своими корнями в языческие времена. Предки в этот день чтили Марию Заступницу, хранительницу женщин. По православному календарю в эту дату почитают Марию Магдалину, мироносицу. Женщины занимаются хозяйственными делами и собирают ягоды в лесу. Гроза в этот день предвещает изобилие сена. События в этот день. В 1326 году на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм – Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии на этом месте возвели Успенский собор. В Московском Кремле установлен царь-колокол. В 1912 году состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш. В этот день от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980 годам вокзал по объему пригородных перевозок выйдет на второе место среди всех вокзалов СССР. В этот день родились Василий Стасов, русский архитектор, один из основоположников русского ампира, академик Императорской академии художеств. Перси Биши Шелли, английский поэт и драматург, писатель, эссеист. Кнут Гамсун, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 год. Луи Армстронг, американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля, оказал наибольшее влияние на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. В 1961 году на свет появился Барак Обама, 44-й президент США в период с 2009 по 2017 года, Нобелевский лауреат. Именины в этот день отмечают Михаил, Алексей, Мария, Магдалина. Пятилетний юбилей отмечает Международный центр развития человека «Саина». Все это время эксперты проводят желающим мастер-классы по вокалу, живописи и английскому языку. А к знаменательной дате певица «Саина» проведет серию мотивационных тренингов. По словам руководителя центра певицы Саины, люди даже не подозревают о том, на что они способны. Сегодня артистка демонстрирует не только прекрасную физическую форму, но и силу духа. Сама же певица утверждает, перезагрузка проекта поможет каждому добиться поставленных целей и найти свой жизненный путь. Я перезагрузилась, и действительно я сейчас живу, практикуя йогу, цигун каждый день. И мне очень нравится быть примером, образцом для многих. Я много не говорю, просто решила выбрать эту позицию, стать примером. Об этом вся перезагрузка. И я очень благодарна своим наставникам, мастерам за то, что вот они приезжают, находят время в Якутию и тоже помогают многим-многим. За долгое время работы Центра развития человека «Саина» обучение прошли тысячи человек по всему миру. При этом цель у центра самая простая – дать человеку возможность поверить в себя и найти свое счастье. У нас есть такие результаты. В Вилюйске открылся Центр здоровья. В Намцах мы делали тренинг прощения. Это как социальный проект был, то есть для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Поэтому мы сейчас тоже готовы сотрудничать. Для того, даже с онкологическими больными специально будет приглашение. Но для того, чтобы максимально оздоровить нацию и укрепить дух, потому что это сейчас очень важно. Одна из самых уникальных практик центра – песнотерапия. Так, в честь пятилетнего юбилея Якутск с 11 по 21 августа посетит международный тренер с 20-летним стажем Жанат Жусупов. Именно под его руководством желающие смогут проработать негативные установки с помощью пения. Такой тренинг точно не оставит никого равнодушным. Кто я? Меня по-разному называют. Кто-то называет семейным экспертом, потому что я кого-то выдал замуж, женил. Кто-то называет меня энергетиком, потому что я являюсь носителем знаний хатха-йога, йога и цигун. Кто-то называет меня трансформационным тренером, потому что люди, кто нуждается в переход из одного состояния в другое. Кто-то называет социальной йогой, то есть помогая людям адаптироваться в социуме, а именно найти себя, найти свое предназначение, здоровье. Сам я лично себя называю путником, вечным учеником.
Я достаточно много посещала тренингов, много книг читала. Но вот с таким человеком я встретилась в первый раз, и он на меня такое впечатление произвел. Это просто мастер, настоящий мастер. Посетив тренинги Жаната Юсупова, я для себя сделала очень большую работу сейчас, которую я провожу над собой. Я посетила практически все тренинги. Вот единственное, ждала это «Будь здоров». Дождалась. Получили для себя все необходимые знания, техники, как получить для себя здоровье. Я поняла, что я делаю неправильно и к чему мне нужно стремиться. Каждый может подобрать себе тренинг по запросу, либо пройти полный 10-дневный курс терапии. Также в рамках мероприятия возможно проведение как личных, так и корпоративных встреч с тренерами. Начни свою перезагрузку в Центре развития человека «Саина». Детеныш кенгуру Валаби Бинетта родился в московском зоопарке у пары Тузика и Плюшки. На этих кадрах видно, как малыш вылезает из сумки матери. В зоопарке сообщили, что детеныш Валаби появился на свет весом около 1 грамма, поэтому сложно определить точную дату его рождения. По наблюдениям зоологов, активность внутри сумки стала четкой и часто видима примерно в апреле. А на прошлых выходных, в субботу, 9 июля, сотрудники зафиксировали первое появление кенгуренка. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня вы увидите 3-летнего мальчика Толю. Веселый, открытый и невероятно добрый малыш. Он очень нуждается в заботе, уходе и ждет своих маму и папу. Знакомьтесь, Толя. Нашему Толе 3 года. Он у нас ласковый, добрый, умный и веселый мальчик. Толя ползает, аппетит у него хороший. Да, сон спокойный. Он любит играть с другими детьми в разные игры. Толя очень активно действует с предметами, перекладывает их, бросает, стучит. А еще Толе нравится заниматься в музыкальном зале. Молодец. Хлоп-хлоп-хлоп, сам хлоп-хлоп. Я красочка. Ага. Толя, посмотри, это кто? Кто это? Ляля? Кукла Ляля, да? Куколка Ляля хочет поймать. Ну-ка, покачай. Я тебе песенку спою, а ты покачай, хорошо? Покачай, покачай. Как и все малыши, Толя любит играть с игрушками в сюжетно-ролевые игры. Толе очень нравятся музыкальные инструменты. Ра-та-та-та-та. Давай. Ра-та-та-та-та. Ра-та-та. Еще. Ра-та-та-та-та. Или на маленьком поиграешь. Я принесла домой. Принесла. Давай, Толя, вот здесь вот. Ну-ка, поиграй. Давай, поиграй пальчиками. Вот так пальчиками. У Толи есть определенные проблемы со здоровьем. К сожалению, он не ходит, но шустро ползает, не обращая внимания на свой недуг. Толя, как и все малыши, очень любознательный. Он не боится посторонних людей, проявляя искренний интерес и стараясь изучить что-то новое для себя. Мы надеемся, что наш Толя обретет любящую семью. На базе женской консультации в Нерюнгри уже весной этого года работает проект «Мамина школа». В первую очередь это школа здорового питания для беременных женщин, кормящих мам и новорожденных детей, в том числе и детей до года. Школа здорового питания – это новый проект, где собраны актуальные знания о питании кормящих и беременных женщин, а также по питанию детей. 2022 год объявлен в Якутии годом матери, и в связи с этим пакет мер поддержки значительно расширился. Во всех лечебных
учреждениях республики женщинам, которые встают на учет, выдается комплекс витаминов и комплекты для новорожденных. Медсестра, которая участковая на моем участке, пригласила принять участие в семинаре для более продуктивного понимания питания беременных женщин, то есть что должно включаться в себя рацион, необходимые витамины. А с 1 по 7 августа в 11-й раз в Республике Саха-Якутия отмечается Всемирная неделя грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей. Ее целью является информирование женщин и членов семьи о пользе грудного вскармливания для здоровья самой матери и ее малыша, и для благополучия семьи. Об этом подробнее мы поговорим с нашей гостьей. В гостях у нас Ульяна Михайловна Лебедева, кандидат медицинских наук, главный диетолог Минздрава Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Весной этого года, как раз-таки в перинатальном центре нашего города, презентовали дневник питания мамы и малыша. Эта книга, она, можно сказать, настольная для только что ставших родителями, для мамочек молодых. Расскажите подробнее, откуда возникла идея создания такой инструкции для кормящих мам и кто получает эти книги? Как вы отметили, этот год особенный для матерей и детей, объявленный годом матери в республике, главой республики. И в этом году очень много мероприятий, посвященных здоровью, и жизнедеятельности матерей и детей. Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, действительно, с весны, с марта месяца начало презентацию такого обычного издания, научно-популярного, которое называется «Дневник питания мамы малыша». И как вы спросили, откуда появилась такая идея, эта идея появилась задолго до этого, совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России», председателем которой является Проскова Петровна Борисова. Мы позавчера уже выходили на эфир. И мы раньше, когда в 2012 году объявили о Всемирной неделе грудного вскармливания, привлекаясь к мировому движению, это уже 11-я неделя в этом году, которая проводится с 1 по 7 августа. И с 2014 года как раз с нами очень активно работает это региональное отделение. Каждый год при проведении данной недели, которая касается поддержки, охраны грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей, мы выходим с новыми данными, с новыми подарками. И каждый год мы издавали такие брошюры, информационные стенды, бюллетени, разные информационные материалы, которые касаются, посвященные питанию матерей и детей, здоровью. И в 2020 году через целевой фонд будущих поколений региональное отделение «Матери России» выиграл грант. И за счет этого гранта как раз была разработана эта книга, которая называется «Дневник питания мамы малыша». Вообще, питание матери и малыша в первый год жизни – это очень спорная такая тема. Кто-то говорит, что нужно придерживаться грудного вскармливания, кто-то говорит, что сейчас очень достаточное количество рекламы, когда производители сухих смесей говорят о том, что это сбалансированное питание, и оно ничем не отличается, есть и витамины, и иммунитет. Что же все-таки, в чем плюсов больше, грудного вскармливания или все-таки питание на смеси? Есть определенные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по охране грудного вскармливания, по поддержке, и рекомендации отечественного здравоохранения. И
Конечно, столько людей, столько особенностей, да. У каждого есть свои привычки, да, у каждого есть какие-то традиции, и в том числе касательно организации питания и отдельного взятого человека, и семьи в целом, да, и общества, группы какой-то определенной. И поэтому вот мы, специалисты, да, придерживаемся и рекомендуем рекомендации, ну, повторюсь, да, рекомендациями вот, Всемирной организации здравоохранения и отечественной науки и здравоохранения. А в чем все-таки польза грудного вскармливания, кроме вот той самой необходимой эмоциональной составляющей матери и малыша? Да, действительно, эмоциональная составляющая очень важная. Да? Это психологическая поддержка, да? Но самое главное здесь уникальность состава грудного молока. Да? Вот такого продукта нигде нет, и ни одна корпорация пищевая промышленность, ее никакая наука пока еще не в сравнении вот не издали вот такого продукта, который вот в составе которой находятся вот такие полезные вещества, как иммуноглобулины, да, как антитела, вот, которые к сопротивляемости организма к разным болезням, да, от разных болезней, которые ребенок может получить от молока матери. Да? А правда, что ребятишки, которые вскормлены как раз-таки на грудном питании, они обладают наиболее таким крепким иммунитетом, чем груднички, вот, которых искусственной смесью кормили? Да, это настоящая правда. Наукой уже четко доказано, да, что да, действительно в грудном молоке, в отличие от разных детских смесей, да, или молочных смесей, или другой пищи, которая производится нашими и отечественными производителями, и зарубежными производителями, нету вот этих веществ, которые как раз вырабатывают иммунитет, укрепляют иммунитет и укрепляют здоровье за счет сопротивляемости организма. А правда, что наша республика, она является как бы передовым регионом как раз-таки по грудному вскармливанию? По реализации инновационных проектов, да. Да? Вот многие регионы и задолго до нас, вот Волгоградская область, 24 года как внедрение вот, глобальной инициативы ВОЗ по поддержке грудного вскармливания, они пионеры в России, да? Ближе Красноярский край, там 20-ю неделю мы отмечали в апреле месяце. Вот, и есть и другие регионы, которые задолго до нас вот, начали реализовать эти проекты, но в части инновационных проектов, да, которые выходят от регионов, да, действительно, наш регион, он считается передовым. Этому доказательство, что в 2019 году, 18 сентября, руководитель департамента по охране материнства и детства по приглашению Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ООН ЮНИЦЕФ в Копенгагене, где принимала 120 стран, вот доложила нашими результатами, и у нее Байбарина Елена Николаевна, руководитель департамента Министерства здравоохранения Российской Федерации, и доклад назывался «Республика Саха-Якутия. Передовая площадка по реализации глобальной инициативы ВОЗ поддержки грудного вскармливания в Российской Федерации». И поэтому мы не самозванцы, да, мы вот выступаем на основании вот именно таких документов. Ульяна Михайловна, большое спасибо. Действительно, это очень приятная новость для молодых мамочек узнать вот такую полезную информацию. Ну и, конечно же, что у нас в республике проходят такие мероприятия, которые как раз-таки нацелены и направлены на то, чтобы поддерживать институт семьи, а также и детство, и материнство. Большое спасибо. Спасибо вам. А прямо сейчас время новостей, и мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы.
Свыше 2 миллиардов рублей направлено на подготовку к отопительному сезону в Якутии. Предстоит привести в готовность котельные, тепловые и водопроводные и канализационные сети, линии электропередач и дизельные электростанции. Общий процент готовности на текущий момент составляет 60%. По топливно-энергетическим ресурсам из запланированных 530 тысяч тонн отгружено 337. Доставлено до мест назначения 222 тысячи тонн. Первый зампред правительства проверил, как исполняются ремонтные программы в крупных предприятиях республики. Отдельное внимание уделили подготовке к отопительному сезону в Верхоянском районе для того, чтобы успеть до наступления холодов просушить пострадавшие от паводка дома и социальные объекты. Более 140 семей из 2 районов Якутии получили субсидии на газификацию. Собственники частных домов смогут провести газовые сети до плиты. В этом помогла профильная госпрограмма Минпромгеологии Якутии. Кроме того, собственники, чьи дома попадают в социальную программу, получат целевые кредиты по ставке 11% годовых на газификацию внутри участка, в том числе с сжиженным углеводородным газом. Малоимущие семьи могут получить единовременную адресную материальную помощь на газификацию жилого дома в размере 150 тысяч рублей. Обратиться с заявлением можно в адрес Минтруда Якутии и районное управление соцзащиты. Власти Якутии намерены выделить до 30 миллионов рублей на научные разработки в сельском хозяйстве. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с представителями отрасли. Он отметил, что отрасль необходимо поднимать на новый уровень, чтобы не только выращивать, но и перерабатывать продукцию. Для этого необходимо развиваться на научной основе. Это позволит агропромышленному комплексу развиваться дальше в сложных природно-климатических условиях, а местным производителям увеличить производство и доходность. Соответствующее предложение включат в проект закона республики о государственном бюджете на следующий год и плановый период 2024-2025 годов. Северо-Восточный федеральный университет принимает документы на заселение в общежитие до 25 августа. Уже поступило 2849 заявлений. Выход приказа планируется в конце августа. Всего по итогам расширенного заседания комиссии на первом потоке планируется принять 1400 студентов. В скором времени состоится заселение студентов на втором, третьем и последующем потоках. К новому учебному году в Якутии отремонтируют 38 школ в 15 районах и Якутске. До начала учебного года необходимо завершить все ремонтные работы и уборку строительных материалов, проверить качество работ, чтобы дети пришли в школу и ничего не мешало учебному процессу. Глава республики Айсен Николаев поручил принять конкретные меры с подрядчиками по ускорению ремонта и уделить особое внимание на обеспечение качества выполняемых работ. Стройготовность в среднем по данным объектам составляет 82%. В Мирном запустили проект для людей серебряного возраста. Так, у горожан алмазной столицы есть возможность до конца лета заниматься скандинавской ходьбой в городском парке. На первое занятие пришли 2 десятка человек. Желающих будут учить ходить и дышать по правилам. К акции присоединились участники движения «Народный актив». Наш эфир подошел к концу. Я надеюсь, ваше утро было действительно бодрым и добрым, и вы сегодня узнали много интересной информации. Больше всего, конечно же, я думаю, многие из нас заинтересовались тем, что в скором времени у нас откроется туристический маршрут «Северные тропы». Для нашей республики это действительно очень важное событие. Также мы поговорили очень много интересного с нашими гостями, ну и, конечно же, всей республикой мы болеем за наших спортсменов из Якутии, которые сейчас находятся в городе Владивостоке на 7-х играх «Дети Азии». Доброе утро вам, друзья! Отличного вам настроения! Пускай день будет у вас по-настоящему хорошим, а мы уже встретимся с вами завтра. Всем пока! Let's meet down at the lonely lake. Before summer has gone away.